В переводе с уйгурского языка мукам означает «музыка и танец». Даланы, живущие на западном краю китайской пустыни Такламакан, исполняют его в самой первозданной форме – смело, с упоением и гордостью. В прошлом местные люди жили охотой и рыбалкой. Когда они выступают, это чувствуется. От мужчин исходит такой дух, словно они на охоте, мужественные, мощные и полные сил. Искусство мукама уходит корнями вглубь веков и является живой энциклопедией уйгурской культуры. В наших песнях мы поем о жизни и о любви. Даланский мукам раньше можно было услышать разве что на свадьбах и праздниках урожая, а теперь он выходит на более широкую сцену благодаря господдержке, которая способствует возрождению культуры. Каждый год более 500 000 юаней выделяется специально для сохранения и передачи нашего нематериального наследия. Это мелодичное воплощение традиционной и богатой уйгурской культуры, и мы хотим, чтобы наш ребенок познакомился с ней. Возрождение древних напевов – часть гораздо более широких процессов в Синьцзяне. Регион развивает туризм, чтобы сделать свою экономику разнообразнее и современнее. В опубликованном в этом году плане действий поставлена амбициозная цель – к 2030 году превысить отметку в 400 миллионов визитов туристов в год, что принесет около 140 миллиардов долларов дохода от культуры и туризма. Люди со всего Китая проявляют огромный интерес к Синьцзяну. Все больше туристов интересуются даланским мукамом. Это искусство стало одной из визитных карточек уезда Майти. Туризм в регионе продолжает развиваться. Уезд Майти расположен между уездом Ташкурган и городом Кашгар, и путники с удовольствием остаются тут на ночлег. Но богатое культурное наследие и близость живописной пустыни легко могут дать людям поводы задержаться здесь на подольше. Сарафанное радио прекрасно работает, и людей привлекают настоящие впечатления и эмоции. Они хотят учиться, делиться опытом и сближать культуры. Такое внимание вдохновляет местных жителей и дальше сохранять и продвигать свои традиции. Мы любим нашу китайскую культуру, и даланский мукам является ее частью. Когда гости слушают эти напевы и аплодируют нам, мы находим в себе силы идти дальше. Все трудности и тревоги забываются. Так, под ритмы древних мелодий Синьцзян постепенно начинает жить в новом современном ритме, получая таким образом и внимание, и развитие, и средства к существованию. Алиса Косюк, Тао Юань, CGTN.